Уважаемые участники встречи, дамы и господа, я рад приветствовать вас на 6-м заседании Астана-клуба. Пандемия нарушила привычный график проведения наших встреч, однако мы сегодня с удовольствием открываем свои двери для наших старых новых друзей. Среди присутствующих я вижу многих знакомых друзей, с которыми мы многие годы вместе работали, вместе решали различные проблемы государств и международных отношений. Спасибо, что вы прибыли сегодня к нам. По сложившейся традиции мы пригласили в столицу авторитетных политиков, дипломатов, экспертов мирового уровня. На этой площадке мы стремимся к тому, чтобы наметить новые точки взаимопонимания для объединения огромного пространства, которое называется Большая Евразия. Именно в этом заключается основная миссия нашего клуба, который уже занял свою уникальную нишу на международной арене. Дорогие друзья, в этом году Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. Для меня, как первого президента страны, которому народ доверил честь возглавить процесс создания, становления современного казахского государства, это рубежная веха имеет особое значение и очень важнейшая историческая дата для нашего народа. Как вам хорошо известно, за короткий по историческим меркам период Казахстан добился важных успехов в своем развитии. Наша страна уверенно встала на рельсы рыночной экономики, став лидером на пространстве СНГ с точки зрения структурных реформ, открытости для международной торговли и инвестиций. За годы независимости внутренний валовый продукт Казахстана увеличился в 16 раз. Сегодня мы крупнейшая экономика в Центральной Азии. На долю Казахстана приходится более половины валового продукта всего региона. Мы привлекли в страну около 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Благосостояние граждан увеличилось в разы, достигнув уровня ряда государств Восточной Европы и второго места в СНГ, где мы уступаем только России. Создан был национальный фонд. Это щит, серьезный актив для нынешнего будущих поколений казахстанцев. Золото, валютные резервы нашей страны сегодня составляют около 100 миллиардов долларов. Ведется активная индустриализация и строительство сервисно-промышленной экономики, что нацелено на уход от зависимости от сырьевых ресурсов. Будучи страной, не имеющей доступа к морским путям, мы построили и реконструировали более 15 тысяч километров автомобильных и железных дорог. Это дало Казахстану выход на Тихий, Атлантический океаны, а также на Персидский залив. Иными словами, Казахстан стал важным транзитным мостом, соединяющим Азию и Европу, север и юг, обеспечив международно-правовое признание Казахстана. Мы юридически оформили нашу государственную границу, протяженность которой 15 тысяч километров, с соседними крупнейшими государствами мира, прежде всего Россией и Китаем, а также странами Центральной Азии. Создан пояс добрососедства, конструктивное сотрудничество выстроено с Соединенными Штатами Америки, Турцией, Евросоюзом, странами Европы, Востока, Ираном, Японией, Южной Кореей, другими государствами Азии. Как вам хорошо известно, мы отказались от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала и закрыли один из крупнейших на планете Семипалатинский ядерный полигон, который работал на территории Казахстана более 49 лет. Мы построили банк низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Банк позволяет любым странам обеспечить свое законное право на развитие мирной атомной энергетики. Совместно с соседями по региону у нас создана зона, свободная от ядерного оружия в Центральной Азии. Мною учреждена премия за мир без ядерного оружия
глобальную безопасность. Предприняв эти важнейшие по значимости шаги, Казахстан по праву возглавил глобальное движение за мир без ядерного оружия массового уничтожения. В сердце Великой Степи за 20 лет мы построили нашу прекрасную столицу, куда вы сегодня прибыли, дорогие друзья. Столица стала символом независимого Казахстана. Ни в чем не уступает ни одному современному мегаполису мира. Столица Казахстана превратилась в один из ведущих дипломатических хабов, где заключаются судьбоносные для всей Евразии соглашения. Здесь был подписан исторический договор о создании Евразийского экономического союза. Здесь была анонсирована впервые инициатива «Пояс и путь». Уважаемый председатель Си Цзиньпин выступил с этой идеей здесь у нас, в стенах Назарбаев университета, в 2010 году. Состоялся единственный в 21 веке саммит Организации по безопасности и сотрудничеству Европы. Здесь проходит Астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса. Проводя проактивную, многовекторную, миролюбивую политику, мы заняли достойное место в международном сообществе наций. Уважаемые участники заседания, в последние годы ситуация в мире стремительно деградирует. Первое. Ключевым вызовом остается пандемия коронавируса. По данным ВОЗ, в мире уже превысило зараженных 250 миллионов человек. Из них потеряно свыше 5 миллионов жизней. Это ужасающая статистика для мирного времени. Глобальному сообществу пока не удается обуздать распространение вируса. Второе. Негативным фактором выступает усиление противостояния мировых держав. Особое беспокойство вызывает ситуация в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, где США и Китай наращивают силовое присутствие. Геополитическая напряженность между Россией и западными странами также не спадает. Сохраняет остроту конфликты на Ближнем Востоке вокруг Украины. Третье. Тревожной остается ситуация вокруг Афганистана. Стремительные победы талибов или уход американцев кардинально изменила ситуацию в этой стране и регионе. Уже в недалеком перспективе Афганистан может столкнуться с масштабной гуманитарной катастрофой. По данным Организации Объединенных Наций, 23 миллиона человек, то есть более половины афганского населения, будут испытывать острую нехватку продовольствия. Это спровоцирует очередную волну беженцев из Афганистана. Напомню, что только за первую половину 2021 года их численность превысила 400 тысяч человек. Четвертое. Крайне сложным остается положение в сфере ядерной стратегической стабильности. Глобальная система контроля над ядерными вооружениями разрушена. В начале этого года так называемые часы судного дня были установлены на 100 секундах до полуночи. Это означает, что по сути мир уже балансирует на грани ядерной войны. Уважаемые друзья, наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов к операции в Большой Евразии. Позвольте поделиться с вами некоторыми нашими соображениями на этот счет. Во-первых, необходимо укреплять институты диалога и доверия в Большой Евразии, особенно в ее азиатской части. В 1992 году с трибуны Генассамблеи ООН я выступил с инициативой создания совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии. За прошедшие годы совещание состоялось, доказало свою востребованность. Сегодня этот форум объединяет 27 государств Азии с охватом 90% территории континента и половины населения планеты. Они генерируют более 50% мирового ВВП и обеспечивают 2/3 роста глобальной экономики. Проведено за это время 5 саммитов СВМДА. Совещание имеет статус наблюдателя при Генассамблее ООН. При этом авторитет, роль и география совещания растут. В этой связи наша идея – превратить СВМДА в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии.
Считаю, что СВМДА, как открытая, инклюзивная структура, может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии. В следующем году, год 30-летия создания СВМДА, планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей содержательной подготовки к этому мероприятию на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения и укрепления азиатской безопасности и стабильности. Во-вторых, в целях упреждения новых кризисов странам Евразии нужно наладить системный диалог. Основным каналом для этого могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают, в том числе и с третьими странами. В частности, на мой взгляд, настала пора развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Организацией тюркских государств. В этой связи предлагаю создать четырехсторонний экономический форум «Большая Евразия», где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации в Евразии. Казахстан мог бы выступить одним из организаторов такого форума на уровне глав государств и правительств. В-третьих, важно консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане. Казахстан имеет большой потенциал для того, чтобы выступить важным центром в рамках данного процесса. Так, в августе текущего года в Алматы был передислоцирован персонал миссии ООН по содействию Афганистану. ООН также поддержала нашу инициативу создания международного логистического хаба в Алматы для доставки гуманитарной помощи Афганистану. В середине октября Афганистан посетила наша делегация, которая доставила 5000 тонн казахстанской муки для афганского народа. Хотел бы призвать международных доноров к активному использованию возможностей Казахстана в оказании гуманитарной помощи и восстановлении Афганистана. В этом контексте возрастает актуальность моей идеи о создании в Алматы Международного центра ООН по реабилитации Афганистана. Казахстан готов через механизм ООН увеличить объемы поставок продовольствия афганскому народу. Здесь должно активно действовать и созданное в Казахстане агентство международного развития КазАID. В-четвертых, мировое сообщество должно объединиться перед лицом ядерной угрозы. Уже давно назрела необходимость выработки реально работающего механизма ядерного нераспространения. Особая ответственность здесь лежит на странах ядерной пятерки. Несколько лет назад я уже предлагал разработать пошаговый план всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием ядерных государств, которые могут быть приняты под эгидой ООН. План должен включать жесткие санкции против приобретения, распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте особое значение приобретает деятельность глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, который поддержан 70 известными мировыми политиками. Думаю, что ГАЛ может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения, составления предложенного мною плана. В этой связи предлагаю провести в столице Казахстана глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению. Дорогие друзья, в сегодняшнем мире проигрыш одного не может означать победу другого. Это архаика, которая давно не соответствует современным реалиям. Только объединив усилия, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, о которых я говорил выше. Поэтому важен диалог, открытый, честный, может быть, порой неудобный. Верю, что наш Астана-клуб станет генератором новых идей и решений для всей Евразии. Я желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья в жизни.